Шах Али правил в Казани 3 раза. Третий раз он пришел к власти при следующих обстоятельствах. В 1549 году скончался Сафа Гирей. И на престол зашел его сын, которому было 2 года от роду, Темыш Хаджи. Естественно, Сююмбике была регеншей при малолетнем правителе. В это время Иван IV организовал второй поход на Казань с целью захватить город. И этот поход был неудачным. Но почему он был неудачным? Тут тоже показательный есть момент, который говорит вообще о объективности тех источников, которые у нас имеются, это в основном русские летописи. Они говорят о том, что ранняя весна или раннее тепло, да, в январе произошла оттепель, которая не дала продвигаться артиллерии, и в конце концов царь со слезами на глазах вернулся. Но ситуация была намного более сложной. Вот в других походах мы не знаем, как точно было, а в случае со вторым походом на Казань 1549-1550 года сохранились и татарские источники. Сохранилась Зафернаме Вилаят и Казан, где говорится о продолжительном 2-недельном противостоянии, о героической обороне Казани и о том, что русские силы надломленными вынуждены были вернуться, то есть понесли большие потери и вернулись. И, кстати, Андрей Михайлович Курбский в своих воспоминаниях подтверждает эту мысль. Он говорит: «С читой великой отыди, государь, от Казани», то есть с большими потерями. Также и сказано в хронографе. Да? А вот официальные летописи у нас предоставляют такую картину. Но в большинстве других случаев мы просто-напросто не можем сравнивать эти официальные летописи. Нам не с чем сравнивать. Явно они идеологизированы. И вот также произошло с правлением Шах Али. Вот период правления Шах Али, он тоже освящен в основном официальными летописями. И Иван IV, когда возвращался с этого второго похода, он понял, что Казань невозможно будет так просто сходу взять. Даже несмотря на то, что хана уже нет, все равно отчаянное сопротивление продолжается. И он решил основать крепость Свияжск. Эта крепость была построена недалеко от Казани, и за короткое время с помощью этой крепости, которую использовали как опорный пункт, была подчинена огромная территория, практически вся так называемая горная сторона, западная часть Казани, и фактически она была отторгнута от Казани, потому что население этой горной стороны под жестким военным давлением было вынуждено присягнуть царю. И в этих очень тяжелых условиях, когда постоянно из Свияжска совершались нападения, причем не только на горную сторону, но и на более восточные территории Казани, Казанского ханства, элита политическая Казани идет на переговоры с Москвой. Переговоры были очень сложными, там и духовенство участвовало, и аристократия. В конце концов решили даже выдать Сююмбике с наследником Темышем Хаджи Москве и принять у себя в очередной 3-й раз Шах Али на престоле. Лишь бы ситуация изменилась, лишь бы вернуть Свияжск и установить мир. Ситуация была очень сложной. Такой договор был заключен, и в 1551 году к власти в Казани пришел Шах Али в 3-й раз, последний раз уже. Но аристократия, сколько ни пыталась добиться от Шах Али возвращения западных территорий Казанского ханства, все было тщетно. Шах Али не смог вернуть эту территорию. Более того, за короткое свое 3-е правление он успел вывести из Казани большое количество крепостных пушек, испортил порох, казнил многих известных военачальников. И, уходя из города, еще несколько десятков человек
прихватил с собой, взял в плен. Таким образом подорвал обороноспособность города и ханства в целом напоследок. Поэтому и вот после этого он уже как награду за эту службу, да, получает Сюмбике. Сюмбике, мы знаем, до этого уже была отдана Ивану IV. И вот он получает Сюмбике в жены. И начинается полномасштабное приготовление к третьему, уже, как известно, заключительному походу на Казань. Там тоже не так все было просто, несмотря на то, что Казань находилась в таком тяжелом положении. Какие-то переговоры еще шли после ухода Шаха Али. Но деталей мы не знаем. Мы знаем только официальную московскую версию. И даже по этой версии видно, что главная цель Ивана IV уже посадить в Казани наместника. То есть не хана, не самостоятельного правителя или полусамостоятельного правителя, а некого воевода-наместника. На это не могли здесь пойти, и в конце концов пригласили хана Джучида Едигер Мухаммада из Астрахани, который возглавил ханство перед его падением. Это произошло в 1551 году.